Всем привет, друзья! Вы еще не были в парке Апсны? Тогда давайте мы вам сейчас подробно про него покажем и расскажем, а помогут нам в этом сотрудники парка. Строение такое же, как и строили раньше. Это деревянный верх, каменный низ. Сейчас мы внизу тоже спустимся. Вот. И принцип был такой. Вот. Раньше люди были поздоровее, повыносливее, и сейчас вот мы просто такие немного стали. А раньше вот люди жили вот так вот скромненько, в плане не было огромных утепленных стен и так далее. Они жили вот в таких домах, отапливали обычным костром, огнем, ставили печи, и вот так вот и жили раньше. Дружно, так вот наши предки, что нам оставили, передали, вот это вот мы попытались воплотить. У нас будет еще тут постепенно это все пополняться. Мы пока молодой объект. Это, кстати, ружье моего деда. Это кремневое ружье, это моего деда. Вот, я тоже его сюда привез, мы так его слегка отреставрировали, повесили. Мы с тобой поднимались, были там вот наверху, где дом. Там, если ты заметил, там не было кухни. Да, там у нас спальные комнаты, гостиная там и так далее. А кухня у абхазов всегда стояла отдельно. Вот это вот такие вот сооружения, это апатски. Вот, обрати внимание, вот левая сторона, это женская сторона. Здесь у нас всякая утварь кухонная и так далее, посуда. А вот правая сторона, это сторона мужская. Здесь у нас шкуры, это всегда так было, это традиционно. Здесь у нас шкуры, ружья и так далее. Это нужно и там приправы и так далее, и сам перец. И вот так вот мяли. Это называется алу. Вот этими камнями раньше мололи кукурузу. Вот сюда засыпали. Сейчас вот там готовый уже стоит. Сейчас. И вот они уходили в такие домики и жили там какой-то период. Ну, естественно, не целыми днями они там пропадали. Невестка, естественно, там убиралась, готовила и так далее. Потом с наступления там вечера, ночи, они уходили. Ложе, вот такой небольшой скамеечка со стулом. Раньше от холода они защищались тем, что полностью обвешивали его либо коврами, либо шкурой, либо вместе. У нас все в процессе. Кафе, так скажем, где можно
посидеть, выпить кофе, чай, попробовать каких-то местных вкусняшек традиционных. Место, где можно посидеть, отдохнуть. Релакс. Да, на берегу реки, так сказать. Пойдем. Перед тобой дольмен. Дольмен, который нам... Это искусственный бетон, это не натуральный камень. Ребята у нас тут делали, мастера, специалисты. И мы решили сделать ее по типу адхарского дольмена. Хара — это вот здесь есть село, чуть дальше нас. И там стоит натуральный дольмен в натуральную величину. Такая же величина здесь, 1 в 1. Но здесь у нас она как бы уже в таком виде, там она разрушена. Здесь она уже в таком первозданном виде. Вот. Здесь идут вот по периметру такие вот каменные каменная такая окружность, это кромлих. И сам дольмен, который стоит по центру. Здесь у нас будет еще один ряд вот такой каменный, это кромлих. И сам дольмен. Вот. Говорят, что там в том селе, где стоит вот этот дольмен, там были еще элементы, вот эти вот каменные, где были какие-то еще писанины. Это говорят местные старожилы. Но при советской власти, даже, по-моему, раньше, наши вот восточные соседи, грузины, как бы, когда исследовали, они все вот эти вот забрали элементы и увезли, короче, туда. И куда-то все это бесследно исчезло. А там была какая-то история, какая-то информация, которую мы уже, наверное, не знаем. Здесь уже такой полностью сухой. Ничего себе. Понюхай, почувствуй. Да. Закройте меня здесь. С зажигалкой. И с листом газеты советской. Так, и вот здесь вот у нас наш коллега Исхан его зовут. Покажи, Исхан, как ты делаешь нам процесс. Как делается, я уже не смогу показать. Получается вот такие готовые сигареты, проблем никаких нет из натурального абхазского табака, даже клей природный. А клей из чего? Вишневая смола. вишневая Ну, у смола. нас где-то вот в середине апреля, вот, где-то так, смола появляется. Вот мы ее собираем, растворяем и 50 на 50 с водой разбавляем, готовый клей. Это до конца сентября. С сентября уже переходим на прополис. Надо просто Вот вишневая смола. Специальные станки, ну листы. Здесь какая технология идет? Вот измельченный табак. Это 55-й сорт Samsung. У него листья маленькие. А Трабзон листья большие. То есть там мы вечером пропариваем листы, слаживаем, на ночь оставляем, утром приходим, листы уже влажные, то есть там должно быть от 20 до 25% влажности. И пока листы влажные, они закручиваются. Вот это сейчас сделано, там ту партию мы убрали в коробку. И все, вечером, сейчас через час опять начинаем листы увлажнять. Потом утром опять закручивать. Ну, целые процессы. Культура трудоемкая, но интересная. Сейчас он занят этим, стол делает. Делает сейчас у него заказы на вот такие штуки. Это все он делает из ценных пород дерева. Это каштан, там, орех и так далее, груша, вишня. И он сочетает эти все материалы вместе. Сейчас он делает вот такие вот шкатулки, вот делает вот такие вещи. Там хабаста называется. Это такая ложка, чем варят мамалыгу. Ее постоянно вот так вот помешивают, потом этой же ложкой кладут ее на тарелку такими порциями. Вот. Здесь он делает такие вот шкатулочки.
нашим логотипом. И здесь вот этот весь ремесленный двор, это они, ну, как бы единый организм, они сообща работают. Вот тебе подарочный набор с нашим логотипом, с нашим материалом и с сувенирами. Вот, традиционный абхазский нож. Вот, видишь, вот дамасская сталь. Здесь вот эти все натуральные материалы, это рог, скорее всего, буйвола либо тура. Вот. И с ножными. Он же и шьет эти ножны, кует вот этот вот абхазский нож. Вот. Обрати внимание, здесь текстура дамаск. Вот, видишь, слоеный, сталь слоеная. И там они ставят свою тамгу. Тамгу? Ну, вот это клеймо. Тамга, это обычно это фамильная тамга, у каждой фамилии своя тамга, знак. Вот здесь у нас стоит вот знак парка. Это, кстати, мяч по чертежам тоже вот этого Батала Джопа, помнишь, я тебе там показывал картину, но он такой разносторонний человек. И хотим сделать, воссоздать вот эту вот такую средневековую такую какую-то сцену с мечами, с доспехами, с щитами. Щит висит там, кстати, в Апатске. И вот, как, знаешь, вот создать такую какую-то атмосферу. У нас там есть лучное поле, где это можно все сделать. Это тоже часть нашей истории. Это называется цалда. На абхазском айгур. Это тоже традиционный такой инструмент. Что им делают? Чистка территории от колючек, от всего. Он удобно, видишь, крючок помогает тебе срезать все вот эти вот на корню, вот эти вот все колючки, всякий сорняк. Вот это горн. Куда вот выкладывают вот такую вот сырье, это руда. Это камень, который содержит металл. Вот сюда вот кладут слоями, поджигают снизу костер. И это все горит, и ты стоишь просто вот так вот, поддуваешь. И там, естественно, поднимается температура. Это происходит где-то 4-5 часов. И потом по окончанию этого всего, вот здесь вот снизу где-то они вот так вот выдавливают, выбивают дырочку, и откуда выливает вот такая штука. Это уже шлак, вот этот весь камень, который был, он отошел, и остался вот такая вот кусок металла. Но он тоже, естественно, имеет дальше какую-то обработку, но это уже, с этим уже можно работать. Это такой процесс. А потом постепенно вот это превращается в такой вот комок металла, с которым дальше работать.
В заключение нашего обзора парка хочу добавить, что если вы еще не посетили его, то обязательно рекомендую вам сделать это. Здесь вы сможете прикоснуться к истории Абхазии, узнать о быте жителей этой страны, а в дополнение сотрудники парка предложат такие развлечения, как стрельба из лука и конные прогулки. Ну и, конечно же, вы сможете приобрести на территории парка сувениры и различную продукцию от чачи до меда. Спасибо вам за просмотр нашего видеообзора. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного из нашего путешествия по стране души. Всем пока!